Это что у тебя за система такая? Противоугонка? Ну поздоровайтесь, Иван Григорьевич. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, друзья. Спрашивали на канале, когда у нас будет с Иваном Григорьевичем рыбалка. Вот она уже намечается. Иван Григорьевич приехал. А? Не закрывай, Да? Приехал на своем автомобиле, пересаживаемся на мой автомобиль и на всех парах дуем на рыбалку. Посмотрим, что у нас получится. Планируем съездить на озеро. Иван Григорьевич сказал, что окунь на озере клюет. 130 я взял. Не знаю, что ты... Это на сколько? У меня и сотка есть, и 130 есть, если что. Ага. Вставляю, все. Потихонечку перетариваемся и выезжаем. Ну а что получится, мы это скоро увидим. Все, вот как надо ходить. Один рюкзачок и все. Да, что? У меня только удочек целый чемодан. Я же не браконьер. Да. Мне хватит одной удочки. Мы же не на рыбалку, да? А, и Да. мы же не за рыбой, на рыбалку. Да, побудем там и все. Поношу удочку по озеру, и хорошо. Все, да? Да, все. Ничего не забыл, точно? Черви, опарыши. Опарыш в кармане. Ну все, погнали? Да. Поехали. Ну здравствуй, озеро! Привез я к тебе Ивана Григорьевича. В этом году ты его еще не видела. Нет, нет. Обычно мы с Иваном Григорьевичем здесь на закрытие сезона. В этом году до закрытия сезона еще далеко, но мы уже здесь. И начинаем. Прошлый раз закинул всех мальков в озеро, потому что думаю, если надо будет, живых еще поймаю. Не стал вести их до Печоры, чтобы кидать банки. И сегодня уже вон Иван Григорьевич приготовил блесенку, удочку. Короче, у окуня нет шанса. И опять же взяли ведро. И опять же, что поймаем мелкого окуня, с этого озера перевезем на другое. Пересадим туда. Да, в общем, будем зарыблять безрыбное озеро. Ну а здесь будем брать только крупного. Иван Григорьевич сказал, мелочь ловить надо, брать надо, потому что нет кормовой базы для всех. Пока часть не выловим, она расти не будет. Возможно, он прав, я тут поспорить не могу. Так что... Я же знаю, что тут было в 76-75 году. Вот такие все были. Вообще даже не вырастали? Не вырастали. По 200 штук ловили, по 100 штук. Короче, плитками возили. А вот сейчас, видишь, он вырос. Начал подрастать, потому что меньше думаешь, его осталось, меньше. И ну, я не также думаю, что на меньше. Устиловском озере. Также и там на Устилыче тоже. Ну, в общем, Мелочь выловили, а в общем, будем пробовать. сейчас пробуем. В этой Так, большой... это пластмандоску берем. Здесь я вырублю. Сейчас я это Григорьевич, не спеши, я сейчас тебе луночку вот здесь вот приготовлю. Тут мелочь тоже ловилась. Ну смотри-ка, замерзла. Вот тебе. Начинай! Глаз не выткни. Начинай. Так, тут мы это топориком вырубим.
И вот здесь. Ну давай еще одну в стороне там пробурю, старые 3 луночки. И пока хватит. А то Иван Григорьевич говорит, надо на заветные места, где он знает крупного окуня. Тут, говорит, детский сад у них, да? Сильно не заглубляй, потому что окунь крупный, особенно повыше он. Так, вот с нашей прошлой рыбалки с Валеркой лед намерз. О, ни много ни мало, целых 6-7 сантиметров. Вроде морозов не было, да? А 6-7 сантиметров без снега намерзло. Набрали водички для мелочи. Достаем нашу любимую блеснилку. Мишкин подарок. Огромное спасибо, Михаил Пантелей. Так, пока лунку долбил, что-то жарко стало. И смотрим, что у нас получится. Сначала находим глубину. На глубине рыбы здесь нет точно, я это знаю. Так, все, нашли глубину. Вот так вот где-то поднимаем с человеческий рост примерно. Метра больше, чем 1,5 метра. И наматываем обратно на мотовильце. Метра 1,5. Ладно, 1,5 метра хватит. Вот, получается дно, ну, на пол воды, даже ближе ко льду. Ты тоже выше поднял или на дне еще? Сейчас посмотрим. По идее, если он воздуха надышался, он может быть и глубже пошел. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Камеру смотрел, ни хрена рыбы здесь не видно. Оп, опа, опа, опа. У меня есть первый. Первый дрищ-пакет у меня уже есть. А заглотил-то блесну, ёшкин кот. Аж до жабер, блин. Так ты подохнешь. Вот, получается, ну, 2 метра ото льда. 2 метра ото льда, не выше. Плюс то, что еще я полметра, ну, удочку выше снега держу. Получается метра 1,5 только от вершинки. Пол воды. На дне рыбы нету, она, видать, на дне кислороду меньше. Не знаю, что там выжило у меня с прошлого раза, но пока везли, они все примерзли к ведру. Я со льдом прямо высыпал в лунку. Не знаю, выживут, не выживут, это их проблема. И мое дело их перевести. В принципе, скоро весна, скоро пойдут забереги. Замора быть не должно уже. Иван Григорьевич сказал, эти окуни местный вариант, если их отпустить в озеро, они там и будут жить, да? Да. И вырастут до таких размеров, там жрачки-то больше, чем здесь. Конечно. Здесь народу много. Что, ты убрал блесну? А я сейчас привяжу тут. Другую? Да. На другую удочку. Это тут леска очень толстая. Да, мне кажется, Не пофиг. играет. Что, думаешь, она леску видит? А? Леску? Нет, не играет сама блесна. А, Коля, пускаешь и... Сейчас как положено, сперва на опарыша.
Сейчас поедем лучше туда, там, наверное, все равно лучше, Иван. Я просто здесь остановился, потому что мы тут майну выдолбили. Ветер уже больше недели дует. Это точно. Помнишь, мы тут на последний лед чуть ли не загорали в рубашках, да? Сейчас не разденешься. Сейчас не разденешься. Когда-то в Заречье тоже там лунок не было, спокойным мельником. Вот такая майна, воду берут. И прямо подо льдом у майни этой. Окуня. Да, окунь хуярит. Поехали на рыбное место, Иван, наверное, да? Ну вот, переехали на рыбное место, и вот первая рыбка уже. Что, с ладошку брать, наверное, да? А мелкого будем отпускать, чуть крупнее. Коту Иван Григорьевич говорит, у кота уже от хариуса изжога появилась. Да, он окуня хочет. Хочет окуня, говорит. А окунь, говорит, кончился. О, а здесь ловится он, видишь? Только закинул. Сразу поклевки. Так, этот, ладно, пойдет. Вон, Иван, глубина какая. Раз. Ну, 2 метра ото льда. Не больше. Сейчас перевезем, если выживут, с одного озера на второе, которое, ох ты, как бьет-то жарко. Бьет хорошо, да. Ты на мормышку? Ты, может, глубоко отпускаешь? Вот этого уже можно брать. Это с ладошки. Ну-ка попробуй здесь. Ну-ка, глубина какая? Вот глубина. Раз. И потом 2. Ну, в принципе, такая должна быть. Все. Кидай. Он тогда тоже где-то его стеной стоит, где-то в лунке, а где-то поменьше, где-то вообще нету. Он не гуляет, он как-то в одном месте стоит и все. О, пошло дело. О, я говорю, где-то он есть, где-то его нету, получается. А здесь нету его. О, пошло дело. Уже интереснее, чем на Печоре, да? А здесь нету. Ладно. Не хотите, как хотите. Будем искать там, где они есть. Озеро большое. Чем больше лунок мы просверлим, тем больше кислорода попадет в воду, тем активнее, я так думаю, будет окунь. Хуже не будет, это точно. О, а здесь вот есть. Видишь, где есть, он сразу берет. Крупного пока еще не видели. Ждем крупного.
Как ударил-то. Оп. Есть контакт. Есть плюшечка. О, это, наверное, чуть покрупнее уже. Чуть-чуть, да. Его можно уже кидать в сторону. И в нем есть уже немножко мяса. Его можно уже съесть. О, Григорьевич там накидал уже брикетик. На улице минус, так что долго окуням валяться нежелательно. Надо было второе ведро взять, что-то не догадался. Ладно, пойдем отнесем. Все, пошел процесс. Пошел процесс. Ну все. Устроились поудобнее. Надо было 2 ведра взять, чтобы не бегать. О. Вот таких можно брать, да? С ладошку. А мелочевку будем разводить. Рыбачим на пол воды. Отпускаешь на дно. Ну, как обычно, мы вот любим ловить там 15-20 сантиметров от дна. Поклевок нет. Наверху поклевок нет возле льда. А вот на пол воды он там стоит стеной, видать. Сплошной, к тому же. Сегодня чуть-чуть вроде как теплее, чуть-чуть вроде как бы ветра меньше, но вот так вот. Дует, конечно, дует, но и бог с ним, пусть дует. Сход. Красота. Главное, клюет. Главное, ловится. И это, опа, по зубам прошелся, хорошенький был. Вот давайте специально рассчитаем, насколько окуней будет один крупный. Вот, 1, 2, 3, 4 более-менее. Штук 6, наверное, 7 там. Крупного пока еще не видели. В общем, получается, где-то на 20 штук один крупный примерно будет. Этого можно на то озеро отпустить. Посмотрим. Годика через 2-3 увеличится популяция окуня, там не увеличится. Здесь его точно не убудет. На первый лед здесь мужики вылавливают мешками ему, ведрами. Сколько смогут унести, по 2, по 3 ведра. Кто на что силен, столько и выносят вот этого мелкого окуня. Но попадает, конечно, крупный. И его не становится меньше. Потому что даже вот такой вот мелкий окунь, он весь уже с икрой, с молокой. В общем, готов уже плодиться. Может быть, это порода такая мелкая, не знаю. Ну, вот Иван Григорьевич раньше говорит, лет 20-30 назад, опа, здесь вообще не было крупного окуня. Даже среднего не было. Вот таких вот, каких вот мы сейчас отпускаем, были вот такие, говорит, по 5 сантиметров 6 мелюзга одна. Так что сейчас они, получается, еще немножко подросли. Но то, что он здесь стоит стеной, это 100%.
Вон с одной лунки. Правда, вот там вот не было. Там есть, здесь есть. Видать, какую-то определенную территорию они все равно придерживаются. Ну, такие уже средненькие, вот нормальные. Бьют по блесне. О! Блин, мало ведер взял. Надо было 2-3 ведра взять. Потому что... Ну, ладно, сегодня не так холодно, может быть. Шуги меньше будет, довезем. Как-то вот так вот. Я представляю, так бы еще крупный окунь клевал. Ну, супер клев, по-другому нельзя назвать его. Вот на Печоре окуня зимой не найти. Чтобы редко-редко где один вот попадется. А на некоторых озерах вон его куча. Вот есть одно озеро. Ролики, фильмы были уже. Там мелкого, ну, редко поймаешь. Вот самый мелкий, наверное, вот такой. Даже крупнее, наверное. Там уже средний окунь покрупнее. Но там они черные, темно-зеленые. Болотное озеро тоже. О, вот это чуть покрупнее вроде бы. Ну-ка. Где там? Ну да, пойдет. Коту, Иван Григорьевич, уже точно накидали, да? Коту накидали уже. Ну да, вот я крупного поймал одного. Попал, да? Ну, хорошо, Янс Кадан. Один крупный уже есть. На 20 мелкого, да? Ну-ка попробуем еще выше. Будем по одному витку поднимать. А? Клюет. Потихоньку их приучим. Еще на один виток выше поднимем. Во-первых, поднимать удобнее. О, есть. Здесь тоже крупный есть. Ой, вернее. Чем меньше глубина, тем удобнее ловить ее. Сейчас еще на один виток поднимем. Так мы их под самый лед сейчас загоним. И будем ловить под самым льдом. Оп. Есть поклевки. Оп. Есть рыба в этой луже. Неиссякаемый запас, так сказать. Давайте еще поднимем. Чисто для эксперимента. Ну что, ловится. Можно и поэкспериментировать. Оп. Есть еще поклевки. Работает, Мишка, твои блесна. Работает твоя удочка. Кто еще не знает, блесна и эту удочку подарил мне Михаил Пантелей. Вот с такой надписью. Коми рыбак. Работают просто изумительно, на ура. Что не может не радовать. Оп, 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 оп. Вот так вот. Еще попробуем поднять.
Оп, есть поклевки. Я уже на метр поднял от льда и все равно клюют, вон. Удобнее поднимать хоть. Повыше, повыше, да к солнцу поближе. Все, не хотят. Слишком высоко поднял, получается. Отпустим обратно пониже на один виток. Опа, это хорошенький вроде бы. Нет. А че он так тяжело шел-то? Как-то вот так вот. Рвем жаберья озерным окуням. Сход. Смотри, не кончается. Долбят и долбят. Вот это еще мелковатый. Его тоже сюда, если выживет сейчас. Оп. О. Этот уже мелковатый. Блин, ведра мало взяли. Ладно. Сколько влезет, столько накидаем. Для прикола потом можно будет посчитать, сколько окуней выпустим в озеро другое. То озеро намного больше, чем это. А рыбы почему-то там нет. Летом есть, зимой нет. То, что она заморная, потому что весной, когда вот катаюсь на резиновой лодке по озеру в поисках подранков, уток добираю, в кустах видел несколько раз уже дохлых щук. Это что получается? Щуки точно не выдерживают, потому что рыба зимой не ловится. Никто там рыбу не ловит, никто лед не бурит, не сверлит. Кислород туда не попадает, и рыба замирает, кроме карасей. Караси выживают, караси там есть. Как-то ершей ловил пару раз, попадали на удочку весной, но не больше. Ни окуня, ни плотвы, ничего я там больше не ловил. Что, закончились, что ли? Получается так. Ладно. Будем искать следующую стайку. О, нет, вот еще, вот еще, вот еще, вот еще. Есть еще. Так, мы все равно выключаемся. До первого крупного окуня. Ой, Иван! У меня тоже крупнячок клюнул. Поймал горбача. Дождался. Есть первый зачетный, так сказать. Ну, повторение будет, нет? Вот получается, грубо говоря, на 30 окуней один крупный сороковничек. Оп. Только хотел уже уходить, думаю, поищу, побурюсь, поищу крупного окуня. Бац! И тяжесть такая приятная.
А в соточке он вдвойне тяжелее, потому что вот так вот выгибается. Оп. Еле-еле пролезает. Оп, по зубам. Оп. Так, что, может еще на виток отпустить? Ну, оп, есть. Что-то промахиваться начали. То ли подошли крупные окуни, они, получается, поосторожней. Возможно, то ли что. Ну и мелочевка перестала брать. И поклевки стали реже, и какие-то вот такие вот. Тюкает, но не по капельке, а поблеснее. И мажут, получается. Вот. Ну и ладно. GoPro стоп видео. Перешел на соседнюю лунку. Вон, стой. Тут то же самое. Вот до этого пробовали. Как бы не ловилось. Немножко поднял глубину, все. Пошли поклевочки. В общем, рыба получается практически сразу подо льдом. Ну сколько вон? Метр и полметра льда. Ну 1,20 м может быть подо льдом. О! Вот только вот шалупень такая. Сейчас, ну-ка, 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 аккуратней. Кто-то глотает. Это же блесна, блин, с крючками. Ты чё? Пойдем посмотрим. Сейчас одного еще поймаем. Что там? Иван Григорьевич, как дела? Накидал уже где-то около 40 штук, наверное, если не 50. Вон в ведре плавают. Так, удочку убираем пока. Ну чё, Иван, как дела? Накидал картошки. Что-то не уродилось, она у тебя мелкая в этом году. О, один горбачок, да? Под сиденье спрятал. Он сам спрятался. Спрятался, да? Ну, стыдно с этими сиденьями. Но у меня тоже один такой, я думаю, скучно там сидеть рядом, что ли, пробуриться, вместе хоть поговорим. Надо новое место будет. Новое место, думаешь? Да. Где скажешь буриться? Конец озера туда? А? Начало озера или конец, это хрен не узнает, где конец, где озеро. Это... Другое крупного окуня искать будем? Чуть-чуть на глубину. На глубину? Сейчас сделаем. GoPro стоп видео. Так, ну чё, пробурил 6 луночек, вернее в 3 местах по 2 лунки, чтобы было веселее рыбачить нам с Иван Григорьевичем. Вон, чуть ближе к середине. Сейчас посмотрим, что у нас поменяется.
найдем ли крупного окуня. На всякий случай один виток отпущу. Надоела мелочевка, да? Не выдаешь за день, устанет рука. Всё, они подходят и подходят. Ну, я говорю, ты еще и глаз подцепил. Да? Че, глаз нет, что ли? Глаза не видишь, что ли, да? Смотри, видишь, здесь нету, не хотят. Ну, подойдут, может быть, сейчас еще. Хотя не факт. Тут я говорю, где-то есть в одной лунке они есть, где-то нету. А на центре тут у нас почти никогда же не ловилось, да? С той стороны хорошо ловилось на глубине. Там курейки, такие типа куреи. Возле берега, Короче, да. на первый лед. Ну да, нет, мы были же на последней с тобой. Вот тогда ловился там круг. Ты смотри-ка, вот не везде он есть. Тоже могу. Ладно, ты пока здесь, драконик, я пойду на следующее смотреть, где поймаем. Вот далеко ли, да, разница? 10 метров уже не тот кинофильм. Оп, здесь поклевка была. Да, и у меня тоже. Тоже была, да? Оп, оп, оп. Есть. Есть лужа. Ой, есть рыба в этой луже, вернее. Есть лужа в этой рыбе. Раздраконили, да? Они просто нехотя так вальяжно подплыли, наверное. Что за фигня? Блядь, да еще и прыгает, не дается. А мне не хотят здесь. Мне там хотят. Ладно, пойдем туда. Так вот, по 2 луночки пробурил. Где есть, он сразу берет. О, есть поклевка. Ладно, пусть лунка отдыхает. Набирает. Я так думаю, она даже устать не успела. Я так думаю, она даже устать не успела. Клевка была, клевка. Поклепка. 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 Ты что, поменял на одинарное, да? Да. А тройник убрал? А там, да, что-то на ту ни разу не клюнул. Да ладно. На капельку? Да. Не может быть такого. Поклепка. О, съедобный. Даже Оп. съедобный, видишь, глубже. Глубже. Сейчас еще братан его придет. Еще покрупнее, скажи. Давай такой, чтобы пусть оборвет, братан, скажи. Ну твою рвать уж надо постараться, блин. Иди урви. Иди порви, скажи ему, блядь. Он заебал. И мне монтировать, Иван Григорьевич. Ну, не монтируй. Ну я же не понял. Сейчас туда. Так бы и сказал. Так бы и сказал, что не монтируй. А то... Оп, пожалуйста. Опа, опа, это что такое? Рыба? Я думаю, что не тонет. Да. А он решил щекой взять. Да. За щеку взял. За щечку.
За щучку. Ведер. О, это, наверное, съедобный. Ну вот. Нет, не съедобный. Это разводный. Рыбколхоз, блин, сделаем сейчас. Не только же рыбу ловить, еще разводить тоже надо. Да. Оп. Оп. Где ты там, блин? Убежал? Не, Куда он денется? конечно, с подводной лодки. Оп, 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 оп. О, вот это у меня тоже съедобный уже. Да, тоже жаркое. Такие в ведре просто место занимать будут. Да, и они вообще кислородные должны выжигать. Это как мне в комментариях написал один умник такой, где крупного этого поймал Хариуса-то. Старый фильм с Калиной, когда килограммового, брюхатый такой с икрой. А что ты, говорит, сейчас убежишь? Что ты, говорит, это, мамку-то не отпустил? Ты же, говорит, поймал 20 штук, говорит, что тебе мало, что ли? Ты, говорит, жадный, говорит. Надо было отпустить, чтоб... Писал, да это не мамка, это папка. Не, мамка-то мамка была, просто она вся уже кровоточила, кровище из нее льет, все равно подохнет. Это, во-первых, это интересные зрители у меня. Одни пишут, зачем ты таких мелких ловишь? Вторые, зачем крупных таких ловишь? Ой, смехотура и только. Таких умников из себя корчат, аж, не знаю. Умник на умнике на диване сидит и диваном подгоняет, блин. Я хоть не любитель спортивной рыбалки, но такой ерундой не занимаемся, это точно, да? Да. Мелкий. Только вот ведер мало взяли, надо было больше взять. Бочку надо было сразу взять. А можно в сани накидать, а расплескается, наверное. Где ты? Височка. Смотри, тот же размер, да не крупнее нифига. Где же эти бычки хорошие? Смотри, в лунку не лезь. В лунку-то да, еле-еле. Два. А где твой? Кинул куда-то в сторону крупного? Там он среди. А, я уже думал, в лунку прыгал. Они еще хвост выгибают и вообще еле-еле лезут. Оп. О, вот это чуть покрупнее. Вот обязательно чуть покрупнее. А, нет. Показалось. За бороду поймался просто. За бороду. За бороду. Идет солдат по городу И чешет свою бороду. и ловит окуня за бороду. Ни хера себе. Ты еще и в рукавицах умудряешься. Рукам палец мерзнет. Так, ладно, сейчас еще одного поймаю, пойду за ящиком, а то спина уже устала. Рыбу ловить. Я тут тоже. Не, ветра бы не было, вообще красота. Но сегодня намного теплее, чем мы с Валерой тогда были. Вон дно. Около дна. Ты на дне, что ли, ловишь? Да, вот. А, не, я вон высоко. Получается, он на всей толще. О, Ну, потолще хочу. Он крупный. На дне. ладно, пошел я за ящиком. Продолжаем очищать окуня. Ой, озеро от окуня. Прорежать, да? Как морковку и тоже прорежать надо. Ну да. Так и здесь. И так как их слишком много, но крупного что-то не видать нигде. Пробурились уже ближе к центру. Опять
Приплыла стайка. Тем более, что Иван Григорьевич возле дна, да, ловит? Ну, Я возле льда. Получается, он по всей толще воды стоит, вон. А крупного ни там, ни там нет. Оп. У Ивана Григорьевича блесна с одним крючком, с подсадкой глазик. Он хочет наловить рыбы тазик. не один так. Не один тазик. Скажи, не на себе вытаскивать, да? Да. На корыто. Опа, 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 вот этот съедобный. Съедобный, не съедобный, нет. Разводный. Разводно-съедобный. Разводно-съедобный. Кисло-сладкий. Его около дна такой же, и вверху такой же. Вверху такой же. Посерединке надо искать его. Ну там хоть ты одного поймал, я там одного. А здесь еще ни одного крупного не поймали. Я говорю, тогда вдвоем за целый день сколько? Штук 15, наверное, крупного только поймали. А мелочь... Вон, слышишь, это что? Журавли, гуси, кто орет-то, блин? Или крылыш? Слышишь ведь? Или что это? Курнешь, Сашка, идешь. Орет. А что, блядь, всё противно. Кто-то зашел. Ладно, пойду ту двоечку посмотрю еще. Может, там крупный есть. Что, зацепился? Не вижу. Что, у тебя это, как собачка, удочка за тобой ходит, да? Да, я буду же за ней ходить. Пускай она ходит. Так она. Когда не ловится, рад даже такому мелкому окуню, да? Не, ну она. Это просто, Лишь бы клюнул. А тут, когда ловится, думаешь, нафиг он нужен? да, на. О, тут мелко лишь. Мелко. Уже на дне. Блин, крупный стоит. Что, такой перепад, что ли? Нет, это зацепилось. Здесь нету. Тут я ловил вот в этом хвосте, видишь, такой, как типа ручья. Когда уже весной размывал, Там трясина, но... я на льду такие ручейки, я там только клевал, нигде не клевал. Пока тихо. Че, нифига, да? Не клюет? О, а здесь ловится. Вот я говорю, разница каких-то 10 метров, блин. Тут ловится 10 метров туда. Какой 10? Тут 10-то, наверное, нету. Ну, 8 максимум. Там уже не ловится. 8 метров левее не ловится. Он в шахматном порядке, видать. У каждого своя территория. О, поклевка была. Оп. А ты что туда убежал? Думаешь, там крупнее? Опа. Что, все? Ушел оттуда? А тут есть.
Оп, опа, по зубам. Вот этот хороший был, наверное. Тяжеленький такой. Тяжелый, тяжелый. Все? Приплыли? Это съедобный. Как-то вот так вот. Продолжаем получать удовольствие. Зато клюет, да, Иван? Не надо смотреть на этот кивок. Глаз не слушает. Не надо искать, бурить. Единственное только что крупного, если только потом поискать. Где-то, может быть, найдем. Сейчас еще с десяток поймаю и пойду дальше буриться, искать крупного окуня. Что-то он сюда не подходит. Одного там поймал Иван, одного я там, и все пока. А средних что-то тоже нету? Или крупный, или мелкий, да? Вот я одного перемещаю. О, вот этот хороший. О, о. Вот этот середнячок только что вспомнили. Заглотил жадно. Блеснул, аж проглотил. Ага. Только что вспомнили середнячка, и на тебе сразу. Вот такие хотя бы были. Оп. Вот бы ведро уже полное было. Опа, опа, это тоже неплохой. Это тоже. Опа, опа, вот это красавец. Уже красавец, да, крупный подошел. Так что зря ты ушел, Иван, отсюда. Ой, зря. Тут крупная стайка подошла. Давай, 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 давай. Штук пяток-то вы, наверное, не одни же пришли, наверное, двое тут. Оп. Нет, этот стандартный. Госстандарт. Так. Оп. Середнячок и крупнячок он. Сейчас ты на глаз ты его соблазнишь сразу. Оп. О, тоже вроде бы неплохой. Пойдет. Или не пойдет? Не, разводный. Разводящий. Ты так все на глубине ловишь? Оп. Оп. Чина, оп. Блин, ветер почти затихал, опять задул, блин. Дует, дует. Ну вот он тепло это и надует сейчас, наверное, плюсовую-то. Плюс 5. Все начнет таять опять, все начнет проваливаться, если вода будет, блин. Все. Или подошли крупные. Оп, вот такие, вот такие, вот такие. Вот такие хотя бы. Ну бог с ними, этот середнячок, скажем. Нет, не середнячок. Это разводный. Всем не дают. Так, а если будете глаз?
кажется, близко твоя лучше должна работать. Почему ты говоришь, что... А почему ты так говоришь? О, снежочек. Побрызгал окуня, а то сохнут перед солнцем. Оп. Ну, блин. Ёшкин кот. Какой ты. Ладно, пойдешь на развод. Ой, рыбы-то через 2 года сколько там будет. Они же каждый с икрой еще. Потому что у тебя с одной стороны крючок торчит, вот тройник бы был, он бы зацепился все равно. Он бьет, а там крючка нету. Тут, братан, тройник нужен. Тройник? Тут глаз нужен. Обезьяний. Вот это уже... Это уже интереснее. Подошел окушок. У нас ведро уже скоро наполнится разводными окуньками. Средненькие тоже вот на льду валяются, уже кучка хорошая. А крупненьких у нас пока маловато, но уже пяток есть. Ну, один что ли был. Один. Главное, крупный подходит. Опа. Этот тоже такой пойдет средненький. И мелочевка перестает ловиться. Видать, то ли побаивается, то ли что. То ли в сторону куда-то отходит. Вот только что ловили один за одним мелочевка. Попался крупный, все. Поклевки стали реже. И совсем прекратились. Надо щук сюда запустить. Вот бы они жирные, наверное, были, да? Продолжаем собирать ягоды. Как бруснику собираем по одной. Вон. Пол ведра уже поймали. Пол ведра воды было. Вон. Еще пару килограмм и ведро наполнится. Надо будет ехать уже, чтобы спасать или воду менять. Блин, ведер мало взяли. Надо было ведра 3 взять. Или флягу сразу. О! Горбатика поймал? Красавец. Редкий гость, но приятный. На глазик? На лошадиный глазик? Так, друзья, заметил, что заглючила камера. Это значит низкий заряд аккумуляторов. Начал менять аккумулятор и с ужасом обнаружил, что дома я забыл зарядить 2 запасных аккумулятора. Их у меня всего 3. Вот один зарядил, что поснимал, 2 разряжено. Вот в этом есть немножко заряда. Так что снимать одно и то же, как мы ловим рыбу
вытаскиваем одного за одного мелкого окуня. Через 20-30 крупного смысла нет. Вы и так поняли, что рыба ловится, рыба клюет. В общем, приехал к нашей майне, потому что наловил вот целое ведро окуня уже. Вот, целое ведро окуня. И теперь мы, как бы, чтобы они не сдохли до вечера, мы их, как я вам говорил, будем перевозить на другое озеро. Как-то попробую их спасти. Так, вот было бы что-нибудь такое, сито или не сито, можно было бы, конечно. В общем, сделаем так. Корыто у нас дырявые. Вон, поменяем воду. Смотрите, сколько этого окуня я уже сегодня наловил. Ну, несколько штук Иван Григорьевич тоже сюда закинул мелкого, но он ко мне, когда со мной рядом рыбачил. А так в основном он кидал на лед, я кидал вот более-менее мелкого, но тут пару сотен по-любому есть. Так что набираем чистенькую, свеженькую водичку. Потому что я заметил, что в воде с окуневых то ли жабер, то ли откуда, типа мелкой слизи начало появляться. Я так думаю, это не есть хорошо. Наберем чистенькой водички вот так вот. Сейчас дадим этой воде, чтобы она стекла. Ну, пару сотен может быть нет, но 150 есть точно. Вот эти все окуни, если выживут, переедут сегодня вечером на другое озеро. Вот так вот. Вот так вот. Поменяли свеженькую водичку. Можно даже еще раз полоснуть. Еще раз поменять. И тогда они уже точно доживут до вечера. Давайте еще раз поменяем. Все, еще раз также повторяем процедуру. Тут уже вода, наверное, богатая кислородом. Я так думаю, получится у нас сохранить этого окуня живыми и здоровыми. Если они там не задохнутся, то популяция окуня на том озере вырастет. Там как бы есть немножко окуня, но в основном там караси, и то не в таком количестве. Щучки есть, но это все по открытой воде. Зимой там, сколько не пробовали, почему-то бесполезно. Так что будем зарыблять наше озеро. Все. Закрываем. И попробуем еще немножко покидать. До вечера пару раз сюда приеду. Поменяю пару раз еще водичку. Я так думаю, будет все хорошо. Ну а пока, чтобы нас хоть немножко, хоть чтобы заряду осталось на камере, прячем камеру за пазуху, потому что начало холодать. И сделаем включение только вечером, когда уже при подведении итога, в общем, когда будем перекидывать наших окушков в другое озеро. Так что до вечера. Так, друзья, короткое включение, просто не могу не показать этого. Вот 3
Третий крупный окунь подряд. Григорьевич там тоже кричит, говорит, хорошо ловится, иди сюда, бурись. Я говорю, здесь у меня тоже есть поклевки. В общем, побурили лунок. Вон, на каждой лунке по 5-6, где-то десяток, где-то и пустые лунки есть. Накидали окуня уже больше ведра. В ведро я уже мелких окуней не кидаю, потому что очень плотность уже большая. Там, наверное, 1 к 2, если 2 части воды, а 1 часть окуней уже точно. Боюсь, что не довезем до другого озера, подохнут от нехватки кислорода. А менять, постоянно ездить в воду, это... Да и куда там менять уже там воды? В общем, время уже 6 час, половина 6. Еще полчасика и, наверное, все, будем сворачиваться. Надо еще выезжать обратно. В принципе, можно под фару и по темному уезжать. Ну вот, только включил камеру. Прям подряд, вот раз, два, вот такие вот красавцы. Этот вообще еле в лунку влез. Вон такая красота. Вон, еще один такой же он. Блин, только включил камеру и все. Вот, еще есть поклевка. Половили от души. Капитально. Смысл показывать, как одного за одним вытаскиваем окуня. Так, ну что, время 6 час, поклевки прекратились. Иван Григорьевич, правда, все-таки еще напоследок выцыганил 3 окуня. Сходил по всем лункам, пока я собрал всю рыбу, раскидал. В общем, получилось 2 такие кучки. Кучка раз и кучка 2. Примерно одинаково. 90 и 91 штука. Это 181 штука. И там где-то, наверное, штук 200 точно есть в ведре. Пакет держи, чтобы не унесло. Держи хорошо. В общем, сейчас на всех парах едем на другое озеро, прежде чем поехать домой. Бурим лунку. Или 2 даже сразу. Почистим хорошо. И отпускаем этих окуней этого озера в то озеро, где их нет. Посмотрим, приживутся, не приживутся. И может быть, если будет время и руки не будут мерзнуть, посчитаю. Нет, так просто высыплю в лунку. Так, ну а теперь давай мне рукавицу, Иван. Одну. Я это кину. И повернись. Повернись лицом к лесу. Лицом к лесу. Так. Кучка, которая с рукавицей, это кому? Это тебе? Вот, кучка, которая с рукавицей, Иван Григорьевичу. Кучка без рукавицы, это мое. Рукавица моя. Да, рукавица Ивана Григорьевича. Ну что, отвел душеньку? Это зато клюет. Крупняка мало, конечно, но по десятку на брата мы все равно выдержим. Ну, кот будет доволен. Ему на целый месяц наморожу. Тут и кот будет доволен, и Иван Григорьевич будет доволен, как кот. Да, уху заварю. Пожарю, все. Пожарим, уху сварим. Все уйдет дело. Похолодало, усилился ветер, я не знаю, что принесет. Я знаю, что принесет. По прогнозу плюс 5 скоро идет уже. Через 3-4 дня будет теплынь, отпустит. Не знаю, сколько у нас еще продлится зимний сезон, но сколько бы он ни продлился, мы будем рыбачить до конца, да? Да. И как правило, наверное, здесь и сделаем закрытие на этом озере. Да. Как в прошлый год. Как прошлые 2 года уже, да. Окуня здесь предостаточно, как мы видим. Окунь ловится, и это радует. Как-то вот так. Ну все, а теперь сделаем короткое включение, если сядет батарейка при переносе, так сказать, при зарыблении другого водоема, где зимой рыба не ловится. Попробуем. Что-нибудь, да дай бог, получится. Так, ну вот еще по световому дню успели быстро-быстро доехать до того озера. Вот оно озеро.
Здесь у нас происходит весновка, там вот шалаши наши. Вот мой шалаш. Дальше на болоте у Вовки. Здесь у Володи тоже. Утка весной здесь есть. Рыба летом тоже есть. Но зимой рыбы здесь нету. Не знаю, куда она уходит. В общем, будем запускать, как говорится, районированных окуней, которые живут в озерах. Вот наша луночка готова, пробурили. Вот наши окунечки. Сейчас шугу лишнюю уберем. Ой. Так, Вот. в лунку кидаем. Сейчас и будем кидать в лунку. Так, ну вот, идет зарыбление безрыбного водоема. В общем, сколько примерно штук? Ну, считайте вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, не лезут, 80, 90, 100. 150 штук точно. Так, не полезли. Штук 150. Ну-ка теперь будем трамбовать их. Сейчас они Расплодятся. Ой. они там нижние должны уже уходить. Ты это-то снимай эти телефоном туда. Ну, должны уходить. Вон, полная лунка. Сейчас они потихонечку идут. Как И консервы. будет все нормально. Так, сейчас попробуем рядом здесь пробурить еще одну луночку. Даже забились полностью в лунку. Не хотят лезть. Накачаю воду, да. Так. Никак не хотят. Ладно. Попробуем помочь им так немножко. Аккуратненько. Без фанатизма. Не поцарапай морду. Плодитесь. Да, развивай. Живите. Чтобы через годика 3 все вернулись мне. Ну или добрым людям. Крупными такими. Нет, так им бобо будет. Вот так вот пролезает потихоньку. О! Идет зарыбление безрыбного водоема. Да, это водоем большой, Да, рыбы мало. рыбы мало. Жрать есть что? Да, да, жатва есть, травы. Все. Практически вся рыба уже. Все, уже не стопорится. Завтра будет здесь клевать. Завтра, может, здесь и будем рыбачить. Все. Нету окуней. Ушли окуни. И, конечно, Все, пусто. сейчас там они стаи так и будут ходить. Сейчас местные соберутся, будут им морду бить. Да, знакомиться будут. Вы откуда такие? Щука, блин. О, блин, обрадуется. Скажет, Наконец-то! наконец-то иммигранты прибыли. Да, миграция. Скажет, куда лезете, живите у себя там на озере, блин. А то у вас там как хоть пруд пруди, блин. Да. Развелись. Нам тут, блин, вольно жить, а тут чужих привезли. Мигрантов нам не надо, да? Закон о миграции. Все, уйдут. Все. Как-то вот так. Летом выпускаем мелких налимчиков заморных озер на просторы Печоры. Зимой вот такой ерундой занимаемся. Ну, может быть, и не ерунда. Что, Как бы от души, от
сердце, я так думаю, даже если 50% выживет и Да. И- дадут потомство, потому что сейчас весь окунь с икрой, весной он будет нереститься, Да, они же тоже с икрой. то я так думаю, популяция рыбы вырастет на этом озере. Как-то вот так вот. Мы это уже посмотрели. Да, штук 150. 40, 50. Все, друзья, на этой приятной ноте заканчиваем нашу сегодняшнюю рыбалку. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Идем чай пить. Помаши ручкой. Пока-пока. До завтра. До Увидимся. завтра.